В эфире телеканала «Грозный», выпуск новостей, в студии Лина Дадаева. Здравствуйте и коротко о главном. Бескомпромиссные бои, красивые поединки, уверенные победы. Магомед Ламаркаев об итогах первого дня чемпионата России по греко-римской борьбе. Фонд Халифа намерен инвестировать в Чечню. Все, что вы наметили делать, это мы приветствуем, будем создавать все самые благоприятные условия для того, чтобы можно было совместно реализовать все задуманные планы. Арабские бизнесмены изучили экономический потенциал региона. Новые квартиры вместо старых коттеджей. Работы ведутся по программе переселения жителей из аварийного жилищного фонда. Грозный избавляется от ветхого жилья. Внимание любителей спорта приковано к Грозному. В чеченской столице завершился первый день чемпионата России по греко-римской борьбе. За поединками лучших спортсменов страны наблюдали тысячи зрителей спортхолле «Колизей» и сотни тысяч телезрителей. Противостояние получилось упорным и зрелищным. Борцы оспаривают право попасть на Олимпийские игры этого года. За происходящим на ковре наблюдал и наш корреспондент Магомед Ламаркаев. Ему слово. На открытие 54-го чемпионата России по греко-римской борьбе прибыли многие высокопоставленные гости, среди которых известные спортсмены, олимпийские чемпионы, а также триумфаторы чемпионатов мира. Прежде чем принять решение руководству федерации для проведения чемпионата России, полностью все проголосовали за Грозный, потому что ни капельки сомнений не было, что все пройдет на высочайшем уровне, начиная от безопасности, заканчивая всеми остальными замечательными мероприятиями, которые необходимо провести принимающей стороны. Поверьте, что уехав из Грозного, каждый будет только говорить хорошее, позитивное и рассказывать обо всем своим друзьям. Мы знаем, как в Грозном организовывают турниры, тем более богатый опыт есть, а это чемпионат России еще один пример, как надо проводить мероприятия, организовывать. Все великолепно, на самом высоком уровне. Это очень приятно, что устроили нам такой праздник. Спасибо Чеченской Республике, организаторам, Рамзану Ахмадовичу за такой теплый прием. Открытие турнира украсило выступление танцевальных ансамблей. Зрителям показали видеоролики об истории зарождения греко-римской борьбы. После того, как главный судья соревнований доложил о готовности к проведению финала весовой категории 66 и 75 килограммов, перед собравшимся выступили гости и организаторы турнира. Уважаемый глава Чеченской Республики, торжественный парад для открытия 54-го чемпионата России по греко-римской борьбе построен. Докладывает главный судья соревнований, двукратный олимпийский чемпион Валерий Рязанцев. Спасибо огромное, уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые друзья, гости, болельщики, чеченцы. Все те, кто приехали на один из самых ответственных этапов мероприятий предолимпийской подготовки – отбор к Олимпийским играм. Трудно подобрать слова, но я скажу то, что у меня есть в душе, я думаю, в душе у каждого, кто сюда приехал. Своими глазами все увидел. Фантастическая задача себе поставил народ Чечни во главе с ее президентом. И они это реализовывают вместе с Великой Россией, вместе с президентом нашей страны Владимиром Ильичем Путиным. Все, что здесь сделано, это сделано руками чеченцев, под руководством самого волевого человека, Рамзана Ахматовича. Хотел бы пожелать вам успехов, счастья. Я убежден, путь наш в Рио лежит с земли Великого Северного Кавказа, Великой Чечни. А значит, ждут нас там победы. Я убежден, здесь отберутся самые сильные. Не может быть слабой команды, которая здесь получит свой старт, которая здесь получит свою энергетику. Еще раз хотел бы от лица всех любителей борьбы, от всех тех, кто будет болеть и переживать, всей олимпийской российской команде выразить вам слова огромной благодарности и заявить вам, что мы сделаем все, чтобы достойно команда России вернулась на родную землю, привезла максимальное количество медалей. Спасибо вам огромное. От всей души хочу вас поприветствовать
в нашем замечательном городе Грозном. От всей души хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня с нами вместе поддерживаете это красивое мероприятие. Чемпионат России, чемпионат страны по данному виду спорта никогда не проходил на территории Северного Кавказа. Сегодня мы очень рады и горды, что Чеченская Республика впервые проводит эти соревнования у нас дома. Возрождение чеченского спорта стало благодаря тому, что нас поддержал герой Российской Федерации, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Мы все помним его слова, когда он говорил, что впредь чеченцы будут завоевывать победы не только на полях боевых сражений, а в спортивных залах, на коврах, на татами. Алхамдулиллах, по милости Всевышнего и с помощью нашего дорогого Рамзана Ахмадовича все это состоялось. Великий чеченский народ всегда любил, уважал и гордился своими героями. Баркал Дерез Хилхан, Рамзан Ахмадович, огромное спасибо, дорогие друзья, уважаемые спортсмены. Надеемся, что чеченские ковры дадут вам возможность показать все самые лучшие качества, которые вы приобрели на своем спортивном пути. Уверены, что вам понравится в нашем городе Грозном, и вы отсюда унесете частицу нашего тепла. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей речи выразил уверенность, что победители турнира, которые войдут в сборную страны, достойно представят Россию на Олимпийских играх в Бразилии. Более 300 сильнейших борцов со всех уголков страны приехали в Грозный, чтобы сразиться за медали этого престижного первенства. Важно отметить, что по итогам предстоящих поединков будет составлена сборная команда, которая полетит на Олимпийские игры. Это придает еще более высокий градус накала состязаниям. Чемпионат впервые проходит в нашей республике. Я очень рад, что нам доверено проведение такого ответственного турнира. Это свидетельство эффективной реализации политики нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Я уверен, что среди участников состязания есть спортсмены, в честь победы которых будет звучать гимн нашей Родины на грядущей летней Олимпиаде в Бразилии. Для этого нужно проявить полную самоотдачу, активно тренироваться, закалять спортивный характер. Хочу искренне поблагодарить президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамамишвили и моих самых дорогих братьев, депутата Государственной Думы Адама Делимханова и трехкратного олимпийского чемпиона Буайсара Сайтиева. Пусть сила духа и стойкость помогут вам достичь успехов. Аллаху Акбар. 54-й чемпионат России по греко-римской борьбе объявляю открытым. Итак, все внимание к ковру. В Колизее начинаются борцовские схватки. После двух поединков за третье место в весовой категории до 66 килограммов чемпионство оспаривают олимпийский чемпион Пекина Исламбек Альбиев и Артем Сурков. По итогам борьбы, набрав необходимое количество баллов, досрочно победу одержал представитель Чеченской Республики. Наградить победителя турнира вышел сам глава Чечни. Настроя не было на быструю победу, был настроен на борьбу все 6 минут. Ну, борьба — это такое дело, что как пойдет. У меня получилось провести несколько приемов и досрочно закончить. Я в первую очередь хочу сказать большое спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову за предоставленную возможность участвовать дома на чемпионате России, предолимпийском чемпионате России. Это было очень важно для РС Фруцу. Ну и, конечно, поддержка бешеная. Бешеная поддержка. ДРС Масана. Чо саму дейла. Тула манца дейла. Шнан хасхета да эту болш. Ну и чо саму дейла. Алхамдулилlah. Я выиграл международный турнир подобного в этом году. Чемпионат Европы и чемпионат России. Я думаю, я дал весомый повод, чтобы я поехал на Олимпийские игры.
Награждали сегодня и самого Рамзана Кадырова за выдающиеся заслуги в развитии олимпийского спорта. Также были отмечены и организаторы турнира. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Почетным кубком награждается Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, президент Федерации спортивной борьбы России. За большой вклад и многолетнюю поддержку в развитии Федерации спортивной борьбы в Чеченской Республике. За вклад в развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание, награждается благодарственным письмом главы Чеченской Республики Мамиашвили Михаил Геразиевич, президент Федерации спортивной борьбы Российской Федерации. Награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Дугучиев Ислам Бетарсултанович, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики, главный тренер сборной команды России по греко-римской борьбе среди кадетов, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. Награждается Харсиев Алихан Анатольевич, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. О том, как проходила подготовка к чемпионату страны в Грозном, в прямом эфире в импровизированной студии телеканала «Грозный» рассказал помощник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов, который является почетным президентом Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики. В нашей импровизированной студии находится советник главы Чеченской Республики, депутат Государственной Думы, почетный президент Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики Адам Делимханов. Адам Султанович, как известно, вы возглавляли организационный комитет этого чемпионата. То, что было запланировано, все ли удалось реализовать? Насколько вы довольны тем, что вот увидели первый день чемпионата? Спасибо. Саламу алейкум. Хочу поприветствовать главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, всех наших гостей, братьев. Добрый вечер. Ну, оценивать будут наши зрители. Это мероприятие, оно действительно для нас очень важное, потому что путь, который начал первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, это есть частица сегодняшнего вечера. Потому что то, что он задумал, тот путь, который начал Ахмат Хаджи, это будущее нашего народа, всей России. И в то сложное время для нашего народа и для всего целого государства России Владимир Владимирович Путин и Ахмат Хаджи Кадыров нашли тот правильный путь объединения страны, спасения нашего народа и целом России. Все организационные моменты, которые были на протяжении до сегодняшнего вечера, они все обсуждали оргкомитетом. Главным организатором был Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович, от всей души спасибо, Баркал. Только что блестящую победу одержал наш замечательный спортсмен Исламбек Альбиев, стал чемпионом. Еще один чеченский финал ждет. Какие вообще в целом перспективы, на ваш взгляд, на этом чемпионате у чеченских борцов? Перспективы – это Олимпиада, на чемпионат и на Олимпиаду. Будем делать дуа, просить Всевышнего, чтобы у наших борцов, у российских борцов все получилось. И мы в этом уверены. И все мы для этого, как нам говорит Рамзан Ахматович, будем делать все, что нужно, и помогать, и поддерживать всех наших российских борцов. Затем наступила очередь выйти на ковер борцов, выступающих в весовой категории до 74 килограммов. Золото чемпионата оспаривали два представителя Чечни Чингиз Лабазанов и Ильяс Магомадов. Оба борца с самого начала показали, что уступать друг другу не намерены. Ведь на кону не только титул чемпиона страны, но и путевка на Олимпийские игры. Уже на последней минуте победу удалось завоевать Ильясу Магомадову. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Рамзана Ахматовича Кадырова, который вот такое красивое мероприятие устроил для спортсменов всей России. Такие призовые, это таких
глав республики нету практически. Даже и нету, можно сказать. Поэтому спасибо ему большое. Спасибо моим соперникам, Чингизу Лабазану, Билану Нальгиеву. Они были достойны, чем я на этом пьедестале стоят. Особое впечатление турнир произвел на зрителей, которые пришли поболеть за своих спортсменов. هنا سوق بيشوا وغالية ومكة بلغلش كلنا هذا نسنج أو كابور تيكم متوقع سويك كذا مولا ده عبارة كيلو يومنا ده. Я считаю, что вот греко-римская, она как бы самая тяжелая вот в виде из всей борьбы. Она как бы, ну, красивая, у нее красивые броски. Сегодня я вот на таких соревнованиях второй раз. И туда все так классно. Я вот вижу вот такое, ну, вот такой телевизор и все такое. Туда очень хороший турнир, очень хорошая организация. Да, мы хотели, очень понравилось. Мы хотели сказать спасибо организаторам турнира за эти подарки. Мы первый раз на таких турнирах и очень понравилось. Да. Понравилось, схватки понравились. И увидели хороших борцов, таких как Бувайсар Сайтиев, Исламбек Альбек и так далее. Я считаю, что главное не победа, а главное участие. Это самое главное. На этом завершился первый день чемпионата России, который выявил победителей в двух весовых категориях. Помимо завоеванных медалей, триумфаторы от регионального общественного фонда получили денежные премии в размере 200 тысяч рублей за третье место, 400 тысяч рублей за второе и 1 миллион рублей за первое место. Также премии в 400 тысяч рублей поощряются тренеры борцов, занявших первые места. Магомед Ламаркаев, Хаважи Мунаев, Булат Баканаев. Новости. Уже вечером Рамзан Кадыров дал торжественный ужин в честь гостей и победителей чемпионата России по греко-римской борьбе. В ходе речи он отметил, что в регионе всегда рады принимать таких высоких гостей. А проведение подобных спортивных мероприятий говорит о том, что республика стала безопасным и развивающимся субъектом. Кадыров выразил благодарность как организаторам, так и участникам чемпионата. Победители получили награды, а чемпион России по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев был отмечен высшей республиканской наградой орденом Кадырова. Я очень рад, что наша Федеральная Федерация во главе президента нас поддерживает спортсмены и с удовольствием проявляют свою республику. Я вижу все вы довольны, радостные, какой-то непосредственно и великие чемпионы наши гости говорят, что организован на высшем уровне турнир благодаря той же самой моим советникам, Арану Султану Телемханову, Вайсару Зелию. Я благодарен от нас всех, за выдающиеся спортивные достижения, получившие международное общественное признание, награждается орденом Кадырова Альбиев Исламбек В продолжение вечера артисты исполнили лучшие песни. Настроение собравшимся подняла национальная лезгинка, которую станцевал и Рамзан Кадыров. Гости отметили высокий уровень организации турнира и поблагодарили принимающую сторону за такой теплый прием. Чеченский народ очень близок к нашему калмыцкому народу. У нас в Калмыкии проживает очень много чеченов. Мы друзья, братья. А я хотел бы передать всему чеченскому народу спасибо за организацию, во-первых,
главе республики Рамзану Кадырову за организацию такого большого фестиваля, как чемпионат России по греко-римской борьбе. Я сегодня присутствовал прямо с утра и видел и открытие, как все это проходит. Я вам скажу, что 100% это на самом высшем уровне проходит. Все прошло, как бы, но я не думаю, что где-то спортсмены, которые сюда приехали, где-то еще лучше они увидели. Я хочу поблагодарить в первую очередь главу республики Рамзана Ахмадовича, да, за такой теплый прием. Я второй раз, да, вообще в Грозном бываю и сразу же встретился с главой республики, да, и такой теплый прием. Я честно скажу, что я вообще не ожидал такого приема. В завершение праздничного ужина собравшиеся сделали памятное фото, после чего небо Грозного озарил красочный фейерверк. Каждую пятницу мусульмане начинают свой день совершения праздничной джума-молитвы. Глава республики Рамзан Кадыров со своими соратниками и гостями из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Богослов Баяли Тивсив рассказал в своей проповеди собравшимся о безграничной милости Всевышнего к своим рабам в обоих мирах. قان دولش قيمة دينها دا ويسق شجاش دير دبوق دا ويسق شحو دير دبوق موح بحتر خينوي موح جات ويدال بيعال درج قان دولش قيمة دينها يهور قشاشة ديرتن دال حال بيعال دعال بيعال لقوين هرديري أعوز دينها هرديري أعوش ويقايله قوله وچي أعتخوش وين قدات ناش مالدين دوش دول قيجيلك إنواش تعنى دار وين حلغة حاجة اسميتي قاعدين ليقيلوا بيعال هيوزن ديل دار أزوال حق هلتي عشان جاش تدوالتي حوشين الله يديل لي كيروش اسمتي قاعدال إيه الله تبهيشي لي شاديني أمشي عوض شيء نعدوش ليختري حشا حق إنه أشتعان سدي يختر هفترن ليش دينا قيمة دينا عشاء يقولش ليختر ودام أزوال تبوي ألفيتهم شاحو دينا عن حق إنه شاجاش دينا يلزمن يقول هيشي لي الله دال إشي لي يلزمن وتبوي الله بسقوش الله دال شاسارع دويم سندي القرآن شو دال مو بو يالشا بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بصوجنا غن أعير شون دارجي لوش بوش بولنا بصوجنا غن أعدوش دول سخش بوشة دوشة قطن بصوجنا تانت إقي لوش بوش بولنا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والدنيا نشو عاصل دون سان خان دول قيمة دين عدال دول عاصل دون سان سندير أتسل شروها دال سديش دول هندو بصوب نيرا سقطنا и дарит далар. Пребывание в мечети завершилось многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд. Сразу после пятничной молитвы прошли деловые переговоры главы Чечни с гостями из Арабских Эмиратов. Представители фонда Халифа изучили экономические возможности региона и заявили о намерении вкладывать в республику. Также речь шла о возможности обмена опытом между специалистами из Эмиратов и Чеченской Республики. Розана Цымаева продолжит. Перед встречей с главой Чечни гости из Арабских Эмиратов провели анализ экономических возможностей региона. Они намерены реализовать новые и поддержать существующие инвестпроекты. Это около 3000 предприятий сельского хозяйства, строительной индустрии и пищевой промышленности. Как вы знаете, что сумма в $50 миллионов – это стартовая сумма, и мы полагаем, что в течение 10 лет оборот наш будет составлять более $300 миллионов. Наша основная цель заключается в том, чтобы создавать новые инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса для того, чтобы создавать и новые рабочие места для Чеченской Республики. 40% проектов, которые мы будем финансировать, это будут новые проекты. А 60% финансирования пойдут на финансирование тех проектов, уже существующих сегодня и которые имеют место в жизни республики. Мы думаем с помощью Всевышнего Аллаха, что мы создадим 67 тысяч новых рабочих мест.
Говоря об экономических контактах между сторонами, глава Чечни поблагодарил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бен Заеда Аль-Нахаяна за помощь, которую он оказывает братскому народу Чечни в вопросах экономики. Я хочу вначале поблагодарить своего старшего брата шейха Мухаммада бен Заеда, то, что он уже сделал в республике и намерен вкладывать дальше в развитие малого и среднего бизнеса. То, что вы сделали анализ и дали нам правовую оценку для развития экономики, это уже большая помощь для нас. У нас уже будет представление и показывать не только нашему совместному фонду, даже тем инвесторам, и видение уже есть ссылаться на тех людей, которые дали нам такую справку. Но то, что вы выбрали направление в экономике, как Объединенные Арабские Эмираты, как лично вы, такого видения, стратегии для развития экономики в регионах и в государствах у нас, конечно, не будет. Мы учимся у вас, поэтому все, что вы наметили делать, это мы приветствуем, будем создавать все самые благоприятные условия для того, чтобы можно было совместно реализовать все задуманные планы. Еще раз хочу выразить слова благодарности. Мой брат шейх Мухаммад бен Заед хочет назвать фонд имени Рамзана Кадырова. Это не настолько нам важно нам фонд назывался имени шейха Заеда, нашего многоуважаемого человека, который воплотил все мечты, можно сказать, мусульман, показал истинное лицо мусульманина и строил свою жизнь для благополучия своего народа и всех мусульман. Поэтому я попросил руководство государства, моего старшего брата, чтобы фонд назывался именем шейха Заеда Аль-Нахаяна. Вот единственная наша просьба в этом, а так Здесь же стало известно, что фонд по развитию среднего и малого бизнеса готов принять у себя в Абу-Даби специалистов из Чечни для обмена опытом и дальнейшего взаимодействия. Те, которые люди захотят создать собственные предприятия, но не имеют четкого идеи и того, как они будут реализовывать проект, они будут в фонде проходить специализированные тренинги и будет фонду помогать открывать собственные предприятия. Также фонд будет помогать тем предпринимателям, которые имеют свой малый бизнес, увеличивать объемы производства, тренировать их по тому, как нанимать людей, как ими управлять, как привлекать новые технологии. Хусейн Аль-Навайс передал главе Чечни Рамзану Кадырову памятный подарок и поблагодарил руководство региона за гостеприимство и условия для комфортной работы делегации. Шейх Мухаммад для меня очень уважаемый человек. Шейх Мухаммад бен Заед بالنسبة إلي يعني رجل محترم جدا. Я его люблю ради Аллаха. أنا أحبه من أجل الله سبحانه وتعالى. Я его отца любил до того, как я знал даже Эмираты. وكما قلت لكم أنا أحب والد الشيخ محمد المغفور له الشيخ زايد قبل أن أعرف أين هي الإمارات ولم أكن قد زرت الإمارات. أنا اليوم لاحظت وجه الشبه ما بين فخامة الرئيس الشيخ محمد في الإنسانية اللي عندهم. Я сегодня для себя определил схожие, чем вы похожи на шейха Мухаммада бен Заида и чем похож шейх Мухаммад на вас. Это человечность и любовь к людям. Перед отъездом Рамзан Кадыров показал гостям макеты строящегося Международного учебного центра сил специального назначения, строительство которого ведется в Гудермесе. Тактический комплекс напоминает небольшой город со своими жилыми домами, в которых бойцы смогут проводить учения по ликвидации бандитов. Также глава Чечни рассказал о проектах Ахмад Тауэр и Грозный Молл, строительство которых уже началось. В завершении встречи гости сделали совместные фотографии на память. Розана Цамаева, Исмина Гацаева и Ибрагим Налаев. Новости. Фонд имени Кадырова готовит масштабную благотворительную акцию в месяц Рамадан. Она призвана поддержать жителей Сирии. Об этом главе республики рассказал вице-президент фонда имени Кадырова Зият Сапсаби. По словам сенатора, благотворительная организация также продолжает работу по оказанию помощи голодающим жителям Сомали. Подробности у Сиды Сапаровой. Помощь голодающим жителям Сомали. Эта тема стала одной из главных на встрече Рамзана Кадырова с Зиядом Сапсаби. Сенатор Совета Федерации рассказал о доставке продовольствия в африканскую страну и его дальнейшем распределении среди нуждающихся. За последние месяцы благотворительная организация отправила в республику сотни тонн продуктов первой необходимости. 30 мая наши сомалийские братья получили последние 4 контейнера продуктов питания.
от нашего фонда, от фонда Ахмада Хаджи Рахималлах Кадирова. И итого получается, что более 400 тонн в течение 1 месяца мы могли доставить в Сомали. Я уже ранее вам доложить, что наша республика, наш фонд на прошлый год, 15 год и 16 год занимает первое место по оказанию помощи сомалийцам, Сомалиланд. На это, конечно, всем вам благодарны Аймане Несиевне за отзывчивость и за такую помощь. Если перейти на Ближний Восток, на который вы выделяете большое внимание по всем параметрам, по всем направлениям, могу вам доложить, что завершился очередной ежегодный творительный акции, который вы оказываете, республика оказывает нашим соотечественникам, выходцам из Сирии. На сегодняшний день проживает в Иордании. Это более 200 семей, происхождение которого из народов Северного Кавказа и, конечно, из нашей республики. И ваше поручение и желание Айманы Несиевны о том, чтобы ни одна чеченская семья не попала в лагерь беженцев, выполняется неукоснительно и на 100%. Действительно, одно дело выделить там денежные средства, а второе дело довести до нуждающихся помощь. Это самое, знаешь, трудное на сегодняшний день, потому что Сомалиланд — это трудные места и даже опасные места для того, чтобы самому выехать там, самому там участвовать. И доходит ли помощь до нуждающихся. Это огромная трудная работа, я вам очень благодарен. Фонд имени Кадырова активно продолжает работу и в горячей точке Ближнего Востока – Сирии. С начала месяца Рамадан фонд будет организовывать ифтар для 20 тысяч человек ежедневно. Всего за месяц разговение получит 600 тысяч человек. Причем распределение помощи будет проходить в самых опасных районах Арабской Республики. Масштабная акция согласована с Минобороны и МИДом России, а также посольством нашей страны в Дамаске. Во-первых, мы хотим постараться, да, у нас получится. Наш фонд войдет в книгу рекордов Гиннесов, где будем в районах военных действий будем обеспечивать ифтарами каждый день 20 тысяч человек. То есть в течение 30 дней наш фонд будет обеспечивать более 600 тысяч жителей, граждан Сирии в разных местах, городах, лагерях, которые в школах сегодня живут или в больницах живут, в казармах. Вот эту работу мы проводим. 6 числа будет презентация. На сегодняшний день с нами работает более 200 активистов. У всех, конечно, своя форма, место жительства. Я думаю, 1 числа мы получим видеорепортаж, который будет показан и по Russia Today, по общему международному каналу России, и по нашему телевидению. И как вы уже нам указали, что помощь не должна только ограничиться продуктами, питаниями и ужинами, ифтарами. Для этого, значит, мы взяли на обеспечение нашего фонда 150 круглых сирот из Сирии, из 3 городов. Из Дамаска, из Латакия и из Алиппо. Вот эти сироты, эти дети будут обеспечены всеми необходимыми вещами, школьными предметами, питанием, и еще будет ежемесячно материальное вознаграждение, чтобы они достойно жили. По поводу дальнейших работ, конечно, активность нашего фонда на Ближнем Востоке и во всем мире, конечно, и накладывает на нас большую ответственность и дополнительную работу. Но как вы нам говорили, как нас учили, что ради людей мы все вместе должны работать как одна команда, и так не работаем. Мы военные действия на себя ощутили и знаем, какие трудности бывают. И любая помощь, которую оказывали чеченскому народу в любых направлениях, это была нужная и необходимая. Поэтому то же самое сегодня нуждается сирийский народ, что мы нуждали там в военные годы. Поэтому все, что нами делается, надо делать для того, чтобы
вот, доходило до людей. И не просто я, как мы говорили, там ифтаром не заканчивается, людям особо нуждаются, мы будем помогать, одежду, там, предметы там, необходимые для жизни. Это мы, если для начала выбрали 150 детей, да, мы будем помочь. Это первый опыт. Да, опыт, мы будем расширять вот, в помощь и более, я думаю, что сделаем так, чтобы большее количество там, детей, сирот там, получали помощь от благотворительного фонда чеченского народа, так скажем. Я хотел бы вам еще доложить, а по поводу гуманитарной помощи могу вас заверить в том, что мы работаем из рук в руки. Еще сирийское правительство нам пошли навстречу, и только нам разрешают пойти в труднодоступные места или более-менее опасные места. Мы будем доставлять и помощь туда. Также Зият Сапсаби рассказала о своем участии в саммите «Россия. Исламский мир», который проходил в Казани. По словам сенатора, участники форума выразили свое восхищение экономическим прогрессом в Чечне и приняли решение провести следующую конференцию в Чеченской Республике. Я, как представитель парламента Чеченской Республики, по поручению председателя Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановны Матвиенко, я принял участие в работе саммита «Россия. Исламский мир. Стратегическое партнерство». Я выступил от имени и Совета Федерации, от имени Республики, рассказывал. Вообще нашим гостям было интересно узнать, вот как можно за короткий срок и так успешно покончить не только с терроризмом, но еще восстановить республику и вернуть республику, экономику республики, промышленность на те же параметрах, что было даже во времена Советского Союза. Конечно, я все рассказывал о вашем опыте, о той политике, которую проводил наш национальный лидер Ахмад Хаджи Рахимахуллах, и всем, конечно, было интересно. Но самое главное, Рамзан Ахматович, что в конце саммита было принято решение проводить вот этот международный саммит в следующем году в городе Грозном, если вы на это даете добро. И это послание президента Татарстана вам лично и от Попова Вениамина Викторовича, председателя группы стратегического партнерства с арабским миром, чтобы мы провели этот саммит в следующем году в Грозном, чтобы люди увидели своими глазами. Я считаю, что это правильное проведение, правильное решение на руководство Татарстана в лице нашего брата Рустама Минниханова и тех людей Министерства иностранных дел Российской Федерации. Потому что на религиозном, так скажем, направлении у нас, по их мнению, военные там, действия продолжались до последних годов. И это абсолютно неправда, но по последние годы они сами этого понимают. Как мы проводили форум по безопасности, около 80 государств присутствовало на форуме, и однозначно у всех было мнение, что Чеченская Республика это разрушенная, разграбленная, разгробленная находится на сегодняшний день. На самом деле они думают, что здесь военные действия, блокпосты, и даже некоторые там говорили, даже не знаю почему, там, чтобы поддержать нас, они говорили, как есть, они говорили, мы думали, что попали там в европейский город. А вы говорили, мы в Дубай вернулись. Да, вот, они абсолютно не ожидали, что Чеченская Республика, город Грозный так восстановили, и так все спокойно. Поэтому вот, если вот такой форум будет в республике, они больше получат опыт, чем других субъектов Российской Федерации. Они на месте почувствуют, какое зло несет радикализм, там разные течения, и они на все 100% знают, что сказано в Коране, что говорится хадис о пророке саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому вам спасибо, что вы достойно представляли не только Совет Федерации и нашу республику. Мы просто заявили о себе как полноправный субъект Российской Федерации. Это сегодня они сами подтверждают. И я уверен, что слова Ахмада Хаджи Кадырова, что за нас должны говорить наши враги в лучшую нам сторону, и это слова превратятся в реальность. Мы выполняем заветы Ахмада Хаджи Кадырова. И что он говорил на международном уровне, что он говорил внутри республики, федеральном уровне, все, что он говорил, вот в точку происходит. Поэтому мы сегодня, показывая, настолько мы готовы участвовать в любых ситуациях на федеральном уровне, на международном уровне, это говорит о том, что мы состоялись. Мы
уничтожили ваххабизм, терроризм, экстремизм. Мы восстановили республику, мы заново построили экономику республики и готовы в инвестиционном направлении участвовать в любых государствах, на любых уровнях. И благотворительная акция, это я считаю, что хороший призыв, и нас должны услышать, и мы должны поставить совсем на новый уровень наш регион и наш народ. Я уверен, что этим мы справимся, и республика развивается и будет развиваться, потому что вы не только там политическим, благотворительной акцией занимаетесь, вы занимаетесь экономическим направлением, там, с Эмиратами, с Саудовским Аравией, вы ведете переговоры, там, разными фондами, благодаря вашей деятельности. Вот сегодня в республике приехали руководство фонда, и фонд, они совместно с нашим регионом, мы должны открывать совместный фонд. Этот фонд будет поддерживать малый и средний бизнес. Это большая подспорье для нас, поэтому мы должны не так продолжать то, что мы делаем, а на 100% добавить обороты и идти только вперед. По поводу международной конференции, которая состоится в следующем году, принято решение МИДа Российской Федерации, что поднять уровень представителей иностранных государств. Я думаю, над этим будем работать, и вы правильно отметили, что если будем мы сегодня работать по старому методу и по старому темпу, мы можем на месте остановиться. Поэтому мы, иншаллах, будем работать больше, активней. Все ждут от Чечни, от чеченцев, от главы Чеченской Республики чудеса и необычные дела. Я думаю, мы это сделаем. В ближайшее время в Дамаске по инициативе регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова откроется медицинский пункт для лечения стариков, женщин и детей. Работать он будет на постоянной основе, что позволит оказывать помощь больным и раненым жителям Сирии. Сида Сапарова, Лариса Джабраилова при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Злостные неплательщики рискуют остаться без газа. Коммунальщики продолжают рейды по адресам должников. После неоднократных предупреждений газовая служба отключает абонентов от сети. Вместе с тем, скоро для удобства потребителей в регионе появятся специальные терминалы, с помощью которых можно будет оплатить коммунальные счета. У главного офиса «Газпром» Межрегионгаз Грозный с раннего утра очередь из желающих погасить задолженность. Однако те, кто регулярно оплачивает коммунальные счета, единицы. Большинство граждан задумывается об оплате только когда начинаются отключения. И накопленные годами долги приходится отдавать в рекордно короткие сроки. Брат Заремы Дадаева – один из таких должников. 120 тысяч рублей, которые набежали за 6 лет, теперь семья оплатить не в состоянии. 2 недели, как уже газ у них отключенный, дети у них несовершеннолетних, 4 детей, оба безработные. Такую сумму в 2015 году 120 тысяч сумм в 2015 году и погашать У должников причины самые разные, однако ответ газовой компании однозначен. За поставленный продукт надо платить, и с этим невозможно не согласиться. Всю необходимую информацию мы ей предоставили. Абонент 2010 года не оплачивает за голубое топливо. Общая задолженность составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, таким абонентам мы вынуждены принимать крайние меры, то есть отключение от газовой сети. После отключения абоненту необходимо полностью оплатить всю сумму свою задолженность, и после чего ей в законном порядке подключат газ. Между тем, вопросов к представителям газовых служб меньше не становится. Куда обратиться в случае возникновения непредвиденных ситуаций, почему газ отключают даже при небольшом долге, и что делать, если даже после погашения задолженности квитанции продолжают приходить. Сотрудники Межрегионгаза уверяют, будут еще активнее взаимодействовать с абонентами. По любым интересующим вопросам начисления и оплаты за потребленный газ абонент может обратиться в абонентский отдел своего района. Также имеется горячая линия нашей компании, номер горячей линии 8 800 700 86 95. В соответствии с 45-м пунктом 549-го постановления правительства Российской Федерации поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребителям газа более 2 расчетных периодов подряд. 2 расчетных периода, в среднем это уходит в районе 5000 рублей. Цена на газ в нашем регионе до сих пор остается одной из самых низких в России.
Несмотря на это, многие потребители не оплачивают счета вовремя. По данным Межрегионгаза, в должниках числится почти 70% населения республики. В свою очередь, компания-поставщик, чтобы упростить систему оплаты и избавить абонентов от очередей в кассах, вводит новые методы оплаты. Теперь всего за пару минут можно оплатить долг за потребленный газ через терминал. Для этого достаточно выбрать значок «Газпром Межрегионгаз» на экране терминала, а затем ввести номер лицевого счета. После появления информации о задолженности внести деньги. Вся процедура занимает буквально 2 минуты. İşe alsamıyor yolşa yok tan yolçulu taizer terminal huator yolş adam tedirzen tarih tonuk paydies ayemşania kaç belloş o уже предупредить beni хотеваншен ша оплатина терминал чолы yine çoğu SMS haga içe ekvitansiya gaytersen tün bar medanisuş SMS kaş UL и чарден лятшудута. Кроме того, для удобства потребителей на сайте grozny.rg.ru работает онлайн-сервис «Личный кабинет». Здесь также можно погасить долг за газ. Эту услугу компания планирует развивать, и в будущем оплачивать счета можно будет посредством мобильного телефона. На сайте Grozny.rg размещена необходимая информация по условиям поставки и потребления природного газа, в том числе информация о ценах и тарифах для физических лиц и для юридических лиц. После прохождения регистрации абонент может просматривать общую информацию по лицевому счету и в случае необходимости произвести оплату за потребленный газ. Рейды по домам неплательщиков проходят ежедневно. Ответственность за несвоевременную оплату газа существенно ужесточена, а самовольное подключение к сетям газоснабжения и вовсе грозит уголовной ответственностью. В этих условиях своевременное и регулярное погашение счетов – единственно верное решение. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости. Пока сотрудники газовой службы проводят с жителями на местах разъяснительную беседу, глава Чечни встретился с руководителем администрации главы правительства Исламом Кадыровым и гендиректором «Газпром» Межрегионгаз Грозный Русланом Цакаевым. Участники встречи обсудили вопросы оплаты задолженностей за газ и связанные с этим проблемы. Далее продолжит наш корреспондент. Недопонимание жителей, связанное с отключением газа злостного неплательщика, в основном связано с непрофессиональной деятельностью сотрудников газовой службы, говорит Рамзан Кадыров. По его словам, в ближайшее время необходимо наладить работу в этой сфере. Etto beş år där bor så kan etto bo ju bara den bort på här obligere och hyr bort på дополнительно вот ju bort på etto bo ju вала eller и бол бешит именно непосредственно по всем этим вопросам политические экономические вопросы долго администрация дона подключение дона исламия заниматься делом хюг дона Руслан дона хочет и бол шей система это регион газа беш بو دوخ باش نحيز باش بو نحوش بو يتستيح دعونا يبوح وبلاش بو اردعونا يوح وضعين وضع وزير справедливый да именно мусульман чеква ла волден зим вошлин снова шоли хасиган ва дом бо да хос не спия ла вот он اشي بوخ شيء белой такая شيء систем да не сеш будешь что по остальным вопросам что будешь что говорить не на халата да халата что на 10, 11, 12 году, значит, шаг на кейт гокрон диқрат явал, это само шаг вода, где проверка сюши, диқтун ца, шидали лахчу дела цеда. Значит, нахбу, познал, да, вы вина говорят, прокуратуре, там заявление, экзекутация, мы положите, чего что, так, вы могли знать, dan als het los doen, dan meer of eens daar ook in Chevy jaren echt het islam soort van meer of eens opwezen. Выявлены случаи, когда абоненты оплатили коммунальную услугу квитанции на руках, а по базе висит долг. По таким фактам уже разбирается прокуратура. Глава республики отметил, что работа будет усилена, а недобросовестным работникам службы придется ответить по всей строгости закона. Is daarna is musbuch aus in nacht daarna nadat ik выставляет по телевизору also хочу на buurkom staan хочу на derde master dotje o master na hij خلص dan oostuur dan gaat zwet en lust dat arch lech was bish we republiek wordt al представляет еще buurkom хочу больше is horen dat gaat hier televizor staan zijn 100 dan
نعم وهي شيء غير أحتى داكش أحتى داكش نمت والله تسامت في سون أحتى داش مو داخل دو بنياتي ترى صديقي غازي دا ناهر أحتى داش تسام غازيوش أحتى مو داخل شو أورجانيزاتيون دونا شيء ما بيزر باه صبر بعندوش ويدس اللي نسينا نيدا بنيمان يداس ده وش هذي يبغى قلبي كان ديالوش بيش يمين حبل خلوش إنسان فنسيت حباكن بعد هذا أنا هون حبا بالنسبة للثاني داري جيستو كأحدان بريالة سوي دان أنا خزبوش دوش مسلمان ديش شان لو أقدر شو دان داري ده بفنا بقول إيش بعندوش أتمشيني правильно представление أسأله شيء شيء كميسي الحضور هو قاعد ده أسأله شدوش ده شيء ده كيف يعني ستيل ثاني ده استان أهل ذاته تأخذ حضور ده أهل سيدوش نديله لا تريد تديله حضور ده شيء أهل سيد استان Тут есть там белая дом, тут жестко да, так вот тобой уж они привыкли да, даже главы района да, когда думали, что там баттас да, я верю, أصحاب да, нас يود عقلوا ها, أصحاب ده كان ساد да, وميخن الخير ما يزر أتو باتشا ويسبيش مودربو أتو بيش شيء أحسن ديش بو بدراش كل ويشل ويو أسبيش وعبوش بو ده شو ده حاجة عجيبة استعمال أنا بيلا ده بوصوب بو أحد بول ده تاع ما ريزيستنتش وده شيء ده جاز عها دنيات لكن ديكر نوت واحد ضديش لو تخورا ده ولا يستبو زكونا بو يصير تلاقي ده خلاص خير من ده زكوان سندان بزكونا ده خلال ده شيء يقولون ديالات بس بديت شيء положение ده يصير ده نزكونا خشيني ما تيجي شيء نزكونا ريسكيو ворду تأخير еще мер принимать головой бизнеса. Уже несколько месяцев этой проблемой занимается администрация главы и правительством. За это время выявлено множество нарушений. Это и неисправные счетчики, и несанкционированные врезки, и отсутствие договоров. 3800 абонентов несанкционированный был, разница площадей, счетчик счетчик нахрен по площадям разница площадей на сегодняшний день выявлена 577 тысяч квадратных метров выявлена разница, выявлена неисправность счетчиков, счетчик счетчик вообще да 2350 счетчиков, хватит на ну иначе. تا أخش هور مدل ديشلو أخش مدل دي خايته خشلو بس خان أما تكاتشة تا هورشين خان تاندي كاتشة وحالها غاز داخلنا خطبوتو ديا كيرتو عملي تتسلق هنزة وأخش خطوشلو بيرو أخ Первый несанкционированное подключение, первый акт от 10 до 15 тысяч штрафов раводена хватош. Второй подключить сюда, сразу 30 тысяч в двойном размере штраф, то углом делать дешло. И дуюху, что 143 хватина, акт в процессе решения сюда, чек яллиш 143 ду, хуюш в процессе адуэ. А иш дуюху, что дисциплины силы, шортные силы, уже на повторном подключении есть действительно и кезик бу есть вот оплата есть бу еле поручение да да на бог что на маш хинти цахесчен даже дахзида хаволш ри хорма хаволш майл хаволш бу шабеш херс бу из-за действительно керта чуа гергетек ваш девош года это кого действительно хабак шунаха в список состоит я до главушка райош уж список состоит не царь сейчас deux эльчу да те сводина основной список представителю так когда алю не принятие там вы думали да это больше список специально для него хабак был бы лишь вот а поручение да я была берите центр субсидировать издавал бабичина более 5000 семей, как подчеркивает Кадыров, всем, кто не в состоянии оплачивать услуги ЖКХ, помогает государство. Только за последние 3 месяца список льготников пополнился на 5000 семей.
وحق الهوري رأيون عبر فلنا هو يرتع حق الناس تقول نش بشون بس budgeten حق الأحسن هنا أولش هلا نبرلين نشون أولش الأحسن أكتب بوشوي حوصها عوشي أكتب دعوة في أكتب بوش ها أكتب بوش بعدك ناوش أكتب بوش نبوه أكاس بتسافر поручение لقيت هذا إذا سكت возможно سكت هذا صانع дополнительные списки и нахер бывает. Если юрта хайн тысячи тагу أكتب بوش مثلا يعني أبى شابش أكتب بوش وخي 500 وي и 500 يوارد. По словам Рамзана Кадырова, с населением необходимо проводить разъяснительную работу в этом направлении, чтобы довести до каждого, что газ в регионе не добывается, он покупается, и за него нужно платить. Люди, которые сегодня не хотят платить за газ, у них хаять. Телефон, при телефон, хобби, я хвост телефон учва. И шесть дон угитвел телефон шел. شيء ugetwel telefon schuld zer dona zer socialstation doktor arte zer dona zer hambat doktor arte zer din shirin don kan man den utslag stöd schuld och ett år schuld sprach ho habet tack man hon des telefon shit hon don telefon är så det på det kan det lite vad på det kan jag jag kan då okej så är det då zatrat shidata حيفرق دون إتشرن هيدون دوشتن هيدون كمون الأسلوب عربية وهنتي بو ناخد دون استعنى دي جازة هالتال وإذا كون هو يسياح قابة تحشرن جاز ياغورياتي في الزيرن يعني بو حامل هو منيخ سوغن شوح عشوات 3 месяца دون ناس دعوتشو هو قابة تحشر كده أبلوم توت بحر مثلا كنتري روش مثلا أني получаешь деньги что они не виноваты. Виноват Кадыров. Кадыров хадак Аллах. Нет, саал дер. По закону на вас далдиш валха, закону бог хадак. Ас наоборот тغيير ولا. И так махизе бог, шуга бог, басага бог. يغير واحد من список حياة бог ас. Ас сuna меттен ахтар душ бюджете. Бог ас. Аш не закону ювайт вот так да, это بالعلاق бог список. Что мет это бог ювайт бог. ونعم شش مثلا أن نعم شتدري بعض البعض سان يحيي ديز شاش نح بلاح شاجود قام على فوق هو قال جود جود كوبر قال هذا دوش وات لا تعال لا دوش جود أحسن حقوق بيني بوشون شاي حقوق باك أحسن داخل وات دان جود إنسان يقولون إيش إيلك نيوم شو سان هو يازيو سان هو يتايوش سان يحتاج ده أبني ما إنه لدواه Я понимаю, мог шо чола, лучше я понимаю, но я понимаю, если даже так бог без чола. Гази я говорю, а свет, сахи, целая это чуть да, он да, дичка. И газ вы нюхшу. Вы республика якшат. Вы республика якшат микшат. И вы до, и это ахтер а мусор население вы усилие. Вы бюджет а от ахтер вы даже мусор школа, больница, мусор нет, а бахти вы это ахтер. Вы не цензурация лохида. Нет у нас таких возможностей там. Хиль с удовольствием наган, угли ал дидо, что да это лала. Наган бесплатно свет, газ хилит. Он даже и тут дох десятся ахили сейчас. С бог сай это вообще цена хило. Не солнце дует, а ночью ишь таш буа это Рамадан. С идеей сюда хала дидо, что да хилит. На мела Завершая встречу, глава Чечни призвал также создать условия для жителей, чтобы люди могли получать всю необходимую информацию, вовремя оплачивать или провести любую другую процедуру без очередей и бюрократических преград. Ясмина Гацаева, Луиза Юнусова при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Мы продолжаем специальную рубрику «Встречая Рамадан», посвященную месяцу обязательного поста. Богослов Арби Хабзиев расскажет, в каких случаях мусульманам можно не держать обязательный пост. بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله مرحبا قاب شين احبرز دقه بوسول باوش خيتر غلاوش كيتم جاوش يعدو دلا مرخ قابرص يضرب يعدو سردوش يتسمغر سايريوش اقا اوتسل اشتغلشي يوقليتا اشتقابلر دوش غور دوش بولشان مرة إعدادها صار شيدين دي كفارة فلردو أتون بارما ويدين غرها اللي نقدر دول باقي دقيق وربو أتول صونها صون شوي قطع شيء درب من ستويش بولشو شيء درب مغيلنها مغرب طبيعش بعيو شيء يقعد يسين هالدولدين واش وش ديو خردو ويش تأنيق بولشنا أقدال شيء سيل هالأورانج عبدالو مداقرة
صومك شوالشنا نية حوالشنا شيحانا نقار بيحكم هولو سوشنا إمارة داستا بقوا يلا عن بيحكمته سول كعمارة بوتشق بالشولجا شيء وردال دي نوش إيش مفتاحي تشا بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله. В заводском районе города демонтируется 6 непригодных для проживания коттеджей, пребывание в которых представляло опасность для жизни и здоровья жильцов. Напомню, в прошлом году почти 200 семей из Грозного улучшили свои жилищные условия в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилья. Однако сроки сноса некоторых расселенных домов были отодвинуты по просьбам жителей, которые не спешили покидать старые дома из-за необходимости менять школы и детские сады в середине учебного года. Сегодня эта работа возобновилась. Работы ведутся по программе переселения жителей из аварийного жилищного фонда. В этом году планируется сдать еще 4200 квадратов, в следующем году более 13 тысяч квадратов. Общая эта программа рассчитана 13 по 17 годы на 44 тысячи квадратов жилья. Как говорят в мэрии, всего в городе сносу подлежат около 30 ветхих домов. Их владельцам представлены квартиры в новостройках в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья, рассчитанной на период 2013-2017 годы. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы состоялась защита проектных работ слушателей в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. Она реализуется в России с 1998 года. Слушателями программы стали руководители музеев, театров и библиотек регионов СКФО. От Чеченской республики в ней приняли участие руководители мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова, театра имени Хампаши Нурадилова, театра юного зрителя, краеведческого музея имени Хусейна Исаева и централизованных библиотечных систем Гудермесского, Курчелоевского, Шалинского и Шилковского районов. Программа обучения предполагает занятия по актуальным вопросам развития учреждений культуры с привлечением квалифицированных преподавателей академии, а также экспертов-практиков. Экспертную комиссию на защите выпускных проектов возглавил министр культуры Чеченской республики Хошбау Дедаев. Мы очень гордимся этой программой. Я думаю, начало очень хорошее есть, это хорошее подспорье, есть что повзаимствовать, есть что перенять у соседних регионов. Я думаю, это будет для нас хороший дополнительный опыт. Чеченские спасатели продолжают участие в межрегиональных соревнованиях поисково-спасательных формирований на Кубок Кавказа. На этот раз команды должны были спасти условно пострадавших на леднике в Приэльбрусе. Необходимо было поднять пострадавшего из трещин и транспортировать по снежному 20-метровому склону. Пока одни спасатели работали на леднике, другие, спустив пострадавшего в указанную точку, оказывали ему первую помощь. Пристальное внимание судей уделяли тому, как спортсмены накладывают шину и перевязывают ногу пострадавшему. Чеченские спасатели с поставленной задачей справились успешно. В театрально-концертном зале состоялся большой сольный концерт победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2016» Мурада Байкаева. Артист исполнил полюбившиеся, а также новые композиции. Концертную программу украсили и специально приглашенные гости. О других сюрпризах сольного вечера расскажет Лариса Джабраилова. В зале «Аншлаг» для поклонников Мурада Байкаева этот вечер – настоящий праздник. Билеты раскупили еще задолго до начала концерта. Зрители не скрывают, с удовольствием голосовали за любимого артиста на конкурсе «Новая звезда». Честно сказать, первый раз, но так, конечно, по телевизору слушала, видела. Весь коллектив наш голосовал за него. Мне очень нравится творчество Мурада Байкаева. Я за него очень сильно болела, когда он участвовал в конкурсе «Новая звезда». Я очень счастлива, что я сегодня попала на его концерт, и в следующий раз я попытаюсь тоже прийти. Для Мурада Байкаева это уже второй сольный концерт. Однако сегодня он выступает перед зрителями в качестве победителя Всероссийского вокального конкурса. И это возлагает на певца большую ответственность. Ведь в родной республике хочется выступить по-особенному. Посмотреть концерт пришли очень близкие мне люди, очень хорошие люди, родные, друзья, коллеги. Думаем поработать над новыми, хорошими, скажем, песнями, которые пойдут на разные масштабные конкурсы, как «Новая волна» и, может быть, даже «Евровидение». Проект «Новая звезда» во мне раскрыл такое, скажем, некую способность еще больше понимать, на что я способен. Это победа всей Чеченской республики, и без участия и без помощи главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича, и без помощи народа об этого всего не было бы. Поздравить Мурада Байкаева с новым этапом в его творческом пути пришли его коллеги. Гостями вечера стали известные артисты, такие как Мариам Ташаева, Макка Межиева и другие. Они порадовали зрителей популярными хитами.
Я очень рада, что сегодня сольный концерт у Мурада Байкаева, он очень волнуется. И я должна была обязательно быть, потому что он и его брат, они своего рода мои ученики тоже. Я тоже принимала участие как-то в каких-то мастер-классах давала и так далее. Даже не верится, что я наконец-то в родном концертном зале уже выступаю у такого великого артиста, как у Мурада Байкаева. И, конечно же, когда меня пригласили, мне было очень приятно. Мурад очень хороший человек, с ним всегда легко. Когда была в Москве и когда Мурад тоже выступал, болели друг за друга. Когда даже выступает твой земляк, такая гордость вообще. Мурад Байкаев исполнил не только популярные и уже давно полюбившиеся зрителям хиты, но и несколько новых авторских композиций. По словам талантливого исполнителя, он не намерен останавливаться на достигнутом. И уже в ближайшее время, возможно, посетить с гастролями регионы России. Лариса Джибраилова, Магомед Мударов, Зелимхан Закаев. Новости. В Краснодаре завершился международный турнир ACB-40 «Поле битвы». В октагон вышли 12 пар спортсменов, в их числе представители чеченского клуба «Беркут». Юсуп Раисов в поединке с бразильцем Карлосом Александре Кошта изящным приемом добыл победу. А в главном бою вечера Асламбеку Саидову пришлось биться с Джесси Тайлером из США. Удушающим приемом представитель чеченского клуба в первом же раунде досрочно завершил встречу. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Хороших вам новостей.